В Кыргызстане фейковая или непроверенная информация – это большая проблема. На сегодняшний день огромное количество фейковых аккаунтов в социальных сетях пытаются изменить общественное мнение путем формирования ложного образа. Данная проблема появилась не сегодня, отмечает журналист-расследователь Болот Темиров. Это началось еще с 2010 года. Тот же Азим Азимов писал, что на тот момент популярный в Дизель Элькат аккаунты для обсуждения в политической теме стоили там от $500 и выше, да, нанимали специальные люди, которые в социальных сетях формировали общественное мнение, да. В 2015-2017 на выборах фейковые фабрики тролля активно использовались, да. То есть нанимались студенты или другие, снималась квартира, да, то есть об этом много писалось, проводились различные журналистские расследования. Совсем недавно в нашей стране прошли выборы в парламент, которые закончились событиями, приведшие по счету к третьему перевороту. Одной из ключевых ролей во всех этих явлениях, конечно, сыграли технологии, примененные во время выборов. Партии, которые представляли властный блок, использовали эти технологии. В интернете проводились опросы, где эти партии занимали лидирующие позиции, но при этом живое общение с людьми показывало, что они не имели такой популярности. Естественно, там были использованы фейки, боты различные, интернет-технологии. Это тоже вызвало определенную реакцию и привела в какой-то степени к этим негативным событиям, отмечают эксперты. В тот же момент сегодня ожидаются президентские выборы, уже объявили о них. Естественно, эти технологии будут применены наверняка, потому что они уже показали свою результативность. Так называемые гибридные войны, которые сегодня происходят, они, к сожалению, играют свою ключевую роль. И необходимо, наверное, в этой ситуации сегодня в правовом поле это урегулировать невозможно, потому что любой закон, который будет контролировать интернет-пользователей, может обернуться тем, что будут нарушаться права на свободу слова, и государство может использовать их в негативном русле, использовать для подавления мнения людей. Но в тот же момент есть, конечно, позитивные моменты, но они возможны, если в нашем государстве будет правовая культура, если будет культура использования интернета на высоком уровне, сознание людей на другом уровне. После 6 октября нынешнего года ситуация видоизменилась, то есть фейковые аккаунты начали использовать не только ложную информацию и манипулирование, но и начали заниматься буллингом. То есть они нападали на оппонентов, психологически давили на них, материли там и так далее, уничтожали психологически, да, пытались уничтожить. И те люди, которые не знают о буллинге, и более впечатлительные люди, они либо меняли свое мнение, либо уходили, то есть переставали писать посты, да, публикации с выражением собственного мнения, да. То есть это большая угроза свободе слова, потому что, путем запугивания, психологического давления фейковые аккаунты, тролли пытаются очистить и заставить людей не выражать свое мнение, да. Данная проблема новая не только для Кыргызстана, но и для всего мира. Например, если взглянуть на то, что происходит в Европе на сегодняшний день, в особенности во Франции, где обезглавили работника церкви. Он ранее выступал в поддержку журнала «Чарль Кебо», который опубликовал карикатуру на пророка Мухаммада. Это вызвало в интернет-сегменте огромную реакцию. Мы видим, какие картины сегодня публикуются, где президент Франции, на его лице отпечаток ноги, обуви. Такая же реакция, например, и со стороны французских светских радикалов, граждан, на исламских террористов, на представителей исламской общины. И это все говорит о том, что в целом эта проблема не касается только Кыргызстана, а всего мира. И эти вопросы должны быть урегулированы. Но в настоящих, в современных обстоятельствах, в современных условиях, наверное, самым эффективным будет, если Союз журналистов Кыргызстана, гражданское общество выступит с обращением, с призывом или разработает, возможно, какой-то кодекс этики, да, поведения в интернете, какие вещи можно применить, а какие нельзя. Других способов на сегодняшний день нету, и нужно надеяться только на осознанность граждан, которые пользуются интернетом.
Несмотря на кажущуюся безобидность, фальшивые аккаунты в руках злоумышленников могут стать настоящей угрозой. Ложная информация быстро распространяется по сети, и большое количество пользователей принимает ее за правду. Неконтролируемое распространение недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, может создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу государственной, общественной или экологической безопасности, отмечают специалисты. Азамат Кендешев, Халыс Акибаев, Нью ТВ.